По операторам удешевленного ГСМ для сельхозтоваропроизводителя. Регулирование их деятельности, доставка их удешевленного ГСМ до поля не урегулирован законодательством. Мы вынуждены были сами утвердить на уровне области собственные региональные правила, но мы считаем, что правила должны быть единые и на всей территории Республики Казахстан. Зимой мы уже должны начинать готовиться к весне, то есть это наши полевые работы. Правильно? У нас вот какая проблема возникла осенью? У нас в начале года зачихал Атравский нефтеперерабатывающий завод, потом там были, понятно, проблемы с перетоками, и нам сейчас необходимо иметь очень высокие запасы, заходить с запасами. Вопрос обеспечения сжиженным газом. Товар этот отнесен к категории биржевых товаров, но с осенью мы опять же столкнулись с серьезной проблемой. Поскольку та система, которая регулирует закуп, позволяет, к сожалению, манипулировать объемами со стороны недобросовестных покупателей. Выкупили эти объемы, допустим, субъекты рынка нефтепродуктов в Алматинской области. Здесь у нас сушильные, допустим, элеваторы, хранилища зерна остались с однодневным запасом. Городской бюджет на 46% зависит от деятельности Павлодарского нефтехимического завода. Почти половина. Здесь я хотел бы, чтобы мы на уровне министерства, Казмунайгаз, все-таки видели индикативный план переработки нефти заранее. Любая остановка, это сразу сказывается, еще раз повторюсь, на доходной части бюджета, а там у нас есть большие социальные обязательства. Поручаю Казмунайгаз совместно с НПЗ и совместно с министерством обеспечить разработку среднесрочного плана капитальных и текущих работ по заводам с указанием видов проводимых работ по основным установкам, предусмотрев капитальный ремонт только по одному заводу в год. Запас угля у нас 180 тысяч при нормативе 70. На ТЭС-2 тоже с этим запасом хорошо, поэтому здесь особо проблем нет. Нам нужно по всем станциям провести соответствующую работу. Все резервы, даже сейчас 15 мегаватт, каждые 15 мегаватт они важны на самом деле, не говоря уж там о крупных станциях. Стабилизировать систему теплоснабжения областного центра. Потому что программа инфраструктурного развития, все оно должно быть, активное участие должны и монополисты принять, и местный бюджет, и республиканский бюджет.